Я продолжаю писать карту дня на 28 июля. Это у нас четверг. Смотрим события для следующих 6 знаков зодиака. Это от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, у меня есть первая часть этого видео. Ссылка есть под этим видео в описании. Если вы прокрутите вниз, найдете ссылочку. Также вы можете сделать запрос в комментарии, да, мне написать, что вам нужна первая часть, я вам оставлю. Или же зайти на канал, найти на канале. Есть плейлист «Карта дня», и там вот есть все части всех карт дня, которые я пишу. Так, хорошо, с первой частью разобрались, смотрим теперь дальше. Весы у нас идут следующие. События для весов. 28 июля, четверг, события дня. Покажите, что будет у весов. Что будет у весов? У весов у вас будут весы. Первое событие, ваше любимое, да, то есть это колебания, сомнения, выбор или, да, вот не знаю, так сделать или так, туда пойти или сюда, это одеть или это. В общем, будут какие-то колебания у вас с утра прям. Якорь. Якорь показывает фиксацию. Змея. Вы можете встретиться с человеком-змеей. Да, то есть это либо человек, который может, да, как-то быть опасным для вас. Или еще иногда бывает, это человек по году рождения змея. Допустим, как-то связан с медициной. Может быть, внешне похож на змею. Да, то есть по-разному бывает. Пустые разговоры показывают, да, что, возможно, вот вы с этим человеком будете много болтать. Либо будут разговоры о медицине. Корона. Встреча с представителем закона власти еще у вас будет в этот день. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Что здесь? Ножницы есть. Ножницы – это решение вопросов. Да, возможно, вот с этим человеком у вас получится решить какой-то вопрос или какое-то дело сделать. Так, здесь нет. 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 И нет совпадений. Больше я не вижу совпадений для вас. Значит, у вас получается, смотрите, будет какой-то выбор стоять перед вами. Да, с утра вы будете колебаться между двумя вариантами. Затем якорь показывает фиксацию, да, то есть вы где-то зафиксировались и долго находитесь в одном месте, да, то есть не перемещаясь, не передвигаясь. В четверг дальше идет общение, злые языки, да, то есть с кем-то вы будете много болтать, с каким-то человеком. Пустые разговоры, да, то есть вот даже дальше идет, показывает, что идут много пустых разговоров, просто пустая болтовня. Дальше общение с представителем закона власти, с каким-то важным человеком, и с этим человеком вы можете решить какие-то вопросы в этот день. Так что, видите, у вас много общения получается. Причем, что интересно, вы зафиксированы на одном месте. То есть эти люди, они, скорее всего, как-то вот не вы к ним, да, приходите, а они к вам. Вот может так еще быть. Потому что якорь – это когда мы где-то якоримся и, да, вот не несколько часов не перемещаемся, да, никуда больше. Ну, либо эти все общения уже будут позже, да, скажем так, во второй половине дня. Может еще так быть. В общем, вот такая информация. Весы. Благодарю за внимание. И переходим дальше к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим.
Четверг, 28 июля. События дня для скорпионов. Покажите мне. Сразу неприятность. Первое событие. Причем здесь сложно сказать, да, по вашей это вине будет или нет, потому что в этой колоде непонятно, да, в другой колоде у меня там четко видно, да, то есть вы виноваты или нет, здесь непонятно. Следом идет казенный дом, посещение госучреждения, может быть неприятность вот будет связана как-то с госучреждением, да, то есть приехали, забыли какой-то документ, справку, бумагу, паспорт, да, то есть не успели, опоздали, да, вот допустим, как-то так может проиграться. Нерешенный вопрос. Есть нерешенный вопрос, нерешенное дело. Также показывает свидание, приятная встреча. И вот рядом со свиданием еще ложится неприятность. Может быть, на вот этой встрече произойдет какая-то неприятность. Змею нельзя. А вот как раз смотрите, с казенным домом рядом ложатся хорошие новости. Возможно, вы в казенном доме получите хорошие новости. Да, например, о решении вот этого вопроса, который долго не мог решиться. Пустые разговоры. Ключ нельзя. Верность, гармоничные отношения в паре, да, для тех, кто находится в браке, у кого уже есть любимый человек. Так, смотрим теперь здесь. Надежда, подсвечник. Надежда, оптимизм, да, то есть вечером как-то у вас вот настроение улучшится. Флаг нельзя. Здесь нет карты, здесь нет. Интимная связь. Или с утра еще может быть желание, да, поспать подольше. Неохота вставать. Так, здесь нет, значит, смотрите, что получается, да, то есть если мы берем, да, начинаем вот это первый ряд, тогда интимная связь выпадает, да, или желание поспать, дальше неприятность, посещение госучреждения, нерешенный вопрос какой-то в этот день, да, вот все-таки не решится, да, я смотрела, думаю, выпадут ножницы или нет, да, то есть ножницы не выпали, поэтому задача, да, или, скажем, вопрос, который вы ставили на этот день, ну, маловероятно, что здесь вы сможете решить этот вопрос. Дальше может быть приятная встреча, свидание, получение хороших новостей, пустые разговоры, болтовня. Все хорошо будет в личной жизни, да, вот может быть свидание, да, с любимым человеком. И надежда, оптимизм. То есть у вас только с утра, видите, выпала неприятность и нерешенный вопрос. Возможно, нерешенный вопрос это и будет для вас неприятностью, да, то есть вы планировали, хотели, а не получилось, да, то есть вы это воспримете как неприятность. Так что тут вот только вот единственный минус. А дальше, смотрите, много, в принципе, хороших событий. В личной жизни все хорошо, новости хорошие. Так что можно сказать, да, что в большей степени день позитивный, да, если мы отнимаем эту неприятность одну. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу дальше к стрельцам. Так, смотрим дальше, стрельцы. 28 июля.
четверг. События дня для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Смотрите, у вас сразу выпадает домик. Домик показывает события. В семье, в родне какое-то может быть событие в этот день. И вы будете принимать участие. Нерешенный вопрос. Тайна. Откроется какая-то тайна, какая-то информация, которая была от вас закрыта. Вы узнаете. Так, нельзя расческу. Два сердца, любовь. Точно все прекрасно будет в личной жизни. Получение хороших новостей будет. Разлука с кем-то. Чемоданчик. Конверт нельзя. Так, сейчас я проверяю еще горизонтали, вертикали. Посмотрим. Метла нельзя. Мы смотрим только строго по горизонтали и строго по вертикали. Видите, вот бокал, да, но его нельзя соединять. Поэтому тут вот бывают моменты, но их нельзя. Смотрим дальше. Теперь вертикали нет. 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 Нет, вот мечей тоже нельзя было соединять, потому что уже зафиксирована была эта карта, я не могу ее переворачивать. Нет. И нет совпадений. Это я просто говорю для тех, кто со мной, да, проверяет. И вам вот интересно, почему, да, то есть почему я вот это не сделала, почему то. Вот я иногда рассказываю, почему. Так, смотрите, значит, что у вас получается. У вас будет какое-то событие в этот день. В семье у вас будет все хорошо в личной жизни, будет какой-то нерешенный вопрос, да, связанный с делами, с работой. Откроется какая-то информация, вы получите хорошие новости и может быть расставание с кем-то. Ну, может быть, да, после события. Да, вот вы провели время, там пообщались, что-то отметили, и просто чемодан показывает, да, расставание друг с другом. Так что вот может быть и так. Вот такая информация для вас. У вас только один минус – это нерешенный вопрос. Да? То есть в этот день не получится решить то, что вы там себе напланировали. Благодарю за внимание. Стрельцы, переходим к козерожкам. Так, козерожки. 28 июля. Четверг. События дня для козерогов. Покажите мне. Для козерогов. Смотрите, у вас исполнение желания. Так редко выпадает это событие. Но вот видите, вам повезло. Исполнится ваше желание. Колокольчик нельзя. Прибыль.
Поступления, крупные финансовые поступления. Сундучок ваш будет наполнен. Слезы. Но это могут быть и слезы радости. То есть, если плохих событий не выпадет, то точно слезы радости. Тем более рядом с исполнением желания. То есть, мы получаем желаемое и переполнены какими-то позитивными эмоциями. Может быть небольшая ссора. Но это вот точно не до слез, да, скажем так. Метла это, ну, ерунда какая-то, так, чуть вспылили, да, и помирились. Тут вот, видите, повод есть, скользкое дело. Вот это уже повод для слез, да, потому что рыба это всегда какой-то такой хитрый обман. То есть кто-то пытается вас, как рыбку, на крючок подсадить. Траты показывает. Мешок с деньгами, да, то есть будут поступления, но будут и траты, причем траты на какое-то скользкое дело. То есть, смотрите, вас могут обмануть какие-нибудь мошенники на деньги, да, то есть либо продадут что-то некачественно, либо вы куда-то вложитесь, да, купите товар, а вам, допустим, его не пришлют, поэтому тут будьте осторожны. Скользкое дело, деньги. Прям четкое указание идет на то, что вы можете потерять в деньгах. И чемоданчик. С кем-то может быть разлука, расставание в этот день вечером. Так, сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Для вас горизонтали нет, вертикали смотрим. Якорь нельзя. Лебедя нельзя, потому что зафиксирована уже карточка. Бабочку тоже нельзя, зафиксирована и одна, и вторая. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, у вас получается, у вас как-то вот все события в основном будут происходить в первой половине дня. Точно будет исполнение желания, будут какие-то поступления, может быть небольшая ссора, слезы, какое-то скользкое дело. Опять же, это может быть вот, да, одно событие, да, то есть даже ссора вместе. То есть вот эти 4 события могут проиграться как одно. Ну, то есть вас втянули, да, в какую-то махинацию, да, то есть вы потратили деньги, расстроились, да, ну а потом поплакали и решили поругаться, да, то есть, ну, как бы постараться вернуть, да, вот все, что у вас обманули. Так что, может, даже вот так и вместе проиграются. Ну, может быть по-разному, да, то есть, может быть, это слезы, например, радости, ну, вот это точно вместе может проиграться, потому что они прям, видите, рядышком прям друг с другом лежат. Поэтому вам надо быть однозначно осторожными с какими-то вот покупками, тратами, переводами денег. Обязательно. Все перепроверять по 2-3 раза. И еще есть разлука в этот день. Так что у вас такой, знаете, 50 на 50. С одной стороны классное событие, исполнение желания, да, и прибыль, а с другой стороны минус. Поэтому я бы сказала 50 на 50 день. Нельзя назвать плохим, да, но и нельзя назвать прекрасным. Вот такая информация для вас, козерожки. Переходим дальше к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев. Так, водолеи. Двадцать 28 июля. Июля, события дня. Водолей.
что у вас нет никаких событий, не выпадает ничего. Угу. Есть первая интимная связь. Ну, или если интимная связь вас не интересует, тогда это может быть просто желание, да, вот поваляться, ничего не делать, пораньше лечь спать или подольше поспать с утра. Да, такая лень. Время показывает. Что-то связано со временем. Непонятно, никаких событий нет и время. Удача. Удача, везение. Так, проверяем теперь горизонталь и вертикаль. Сейчас, может быть, тут что-то найдем. Уже есть, вижу, ножницы. Решится какое-то дело у вас в этот день. Да, то есть уже хорошо. Смотрите, какой-то вопрос точно решите. И, возможно, часы показывают даже вот на определенное время вам будет назначено. То есть вы будете знать, да, что в это время вы будете решать какой-то вопрос. Может быть, даже так проиграется. Либо часы говорят, время пришло решить этот вопрос. Так, теперь смотрим. Здесь нет, здесь нет. Ссора. Небольшая ссора. Ага, большая ссора. Небольшая ссора, которая может перерасти прям в большую, в конфликт, в мечи. Причем вечером, видите, выпадает последнее событие. Это уже, скорее всего, вечером будет. Значит, смотрите, первая половина дня практически ничего не происходит, да, то есть никаких событий. Дальше показывает. Решится какое-то дело, вопрос на определенное время. Может быть интимная связь, да, или желание побездельничать. Удача, везение вам сопутствует в этот день. И, ну, счастье, то есть, в принципе, еще как проигрываться иногда, когда мы счастливы, довольны, да, то есть вот. И после этого идет небольшая ссора возникает, которая может перерасти в серьезный конфликт. Так что смотрите, да, в конце дня для вас предостережение, постараться не разругаться с кем-то, да, потому что тут все начнется как-то на лайте, да, а закончится все буквально там вообще криком, да, и выяснением отношений. Так что вот вечером надо контролировать, тем более это день новолуния, да, то есть это, поэтому будут на эмоциях, да, люди в этот день. Так что смотрите. Тем более это вечером как раз, да, когда Луна уже начнет набирать силу и, возможно, вот будет на вас очень сильно влиять. В общем, если не хотите поругаться, надо вот вечером как-то себя сдерживать. Да, если вы видите, что уже по метле назревают, да, какие-то вот первые нотки, сразу как-то пресекать, чтобы это до мечей не довести. Вот такая информация для вас, Водолей. Переходим к рыбкам. Смотрим рыбки. 28 июля. 28 июля. События дня. События для рыбок. Четверг. Что будет у рыбок в четверг? Покажите мне. Так, рыбочки, смотрим. Шарики. Вы получите какие-то очень-очень хорошие, радостные новости с утра. Может быть нерешенный вопрос в этот день. Также события, связанные с семьей, с детьми. Новость нельзя.
Лебедя нельзя. Встречу можно. Деловая встреча будет. Якорь. Ну, кстати, по якорю можно вот закончить. Да, то есть иногда якорь показывает, что мы что-то заканчиваем, доделываем. То есть вот этот вопрос можете решить. Да, то есть вот будет встреча, и может быть на этой встрече получится заякорить, да, то есть поставить точку вот в этом вопросе. Угу. Так, и проверяем горизонтали, вертикали. Бабочку нельзя. Здесь нет. Смотрим вертикали теперь. Нет, нет, нет. Приглашение нельзя. Нет. И нет совпадений. Ну, я не вижу больше у вас тут совпадений. Получается, у вас 5 событий. Первое, с утра показывает, вы точно получаете хорошие новости. Дальше идет какое-то событие, будет связано либо с детками, либо с членами семьи, что-то можете вместе делать. Дальше есть нерешенный вопрос, встреча и якорь. Да, то есть показывает, либо вы решаете этот вопрос, да, ставите точку, либо якорь еще может показывать, что вторая половина дня вы где-то заякоритесь, да, то есть будете, ну, возможно, проведете весь вечер дома, да, или где-то в одном месте, и будет очень мало движения, да, то есть мало активности, и по событиям это видно, да, то есть после встречи вообще как бы никакой активности больше нет у вас. Вот такая информация, рыбки, для вас на четверг получается. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.